На гарячу телефонну лінію Територіального центру соціального обслуговування насельніцтва Ленінського району поступила заявка. Одинокая пенсионерка просит допомогти купить продукты. Все напишет Таиса Алексеевна. Я написала тебе номер телефона, по которому ты можешь с ней связаться и уточнить, если какие-то будут вопросы. Социальный работник Юлія Казачук накіровується по адресі. По домофону чинили не одразу. Але 2 хвилини Юлія уже записывает необходные продукты. У списе молоко, кефир, хлеб, мясо. Словом, самое необходное. Праз паўгадзіны социальный работник снова вертается до жанчыны, але с полным пакетом необходных товаров. Заявки у нас на горячую линию поступают ежедневно. В основном продукты, лекарства. Как бывает одна, бывает несколько заявок в день. Да, если мы в основном передаем это вот БРСМ, сейчас еще к нам опять присоединился Красный Крест, волонтеры. Но если у них не получается, то наши специалисты, кто более свободен, выходит на заказы. Сапраўды, приймати заявки соціальних служб допомагають волонтери Червоного Крижа і БРСМ. З гэтымі об'єднаннями наладжено тесне взаємодія усіх територіальних центрів соцобслуговування. А таких у області 20. Сьогодні одна з важних задач гэтых установ – наладити свою працю так, каб мінімізувати можливість зараження коронавірусом і іншими респіраторними захворюваннями. В области разработан план мероприятий, который сегодня выполняется всеми нашими учреждениями. Конечно же, в первую очередь, это обеспечение масочного режима среди сотрудников учреждения. Это сегодня у нас есть возможность выдавать маски потребителям социальных услуг, которые посещают территориальные центры. И с марта месяца у нас работает горячая линия. И все пожилые, одинокие граждане, люди с инвалидностью сегодня имеют возможность, позвонив в территориальный центр, попросить о помощи в доставке продуктов питания и лекарственных средств. Такая допомога территориальными центрами социального обслуговывания насельніцтва осуществляется бесплатно. За период полугодия, который мы работаем с этой горячей линией, многие клиенты, которые обращались к нам ежедневно за помощью, стали уже теперь нашими получателями постоянной социальной услуги «Социальная помощь на дому». Это, конечно, приятно, несмотря на проблемы, которые существуют у граждан в связи с ношением масок и обработкой дезинфицирующими средствами рук, есть и положительные моменты. За эти полгода гораздо больше граждан узнали о работе территориального центра, о помощи, стали доверять им. До допомоги людям сталого узросту долучилися місцеві улады і об'єднання «Белая Русь». У рамках акції «Старейшему поколению клопот и оборона» на некоторых пляцовках города пожилым людям активисты раздавали медицинские маски. Анастасия Цикун, Александр Севицкий, телерадиокомпания «Брест».